Как известно, агробизнес – это один из самых рискованных видов предпринимательской деятельности. В этой сфере мы часто наблюдаем как взлеты, так и падения. Изучение мирового опыта по организации и управлению бизнесом в области АПК позволило бы избежать многих ошибок на пути становления и развития предприятий. Министерство сельского хозяйства нашего региона уже скоро запускает проект «Лидеры АПК Башкортостана», направленный на подготовку нового поколения руководителей организаций агропромышленного комплекса, обладающих современными управленческими навыками и компетенциями. Подробнее обо всем этом расскажем в программе. Здравствуйте, с вами «Агробизнес», в студии Роза Худина. И смотрите сегодня в выпуске. Участники проекта «Лидеры АПК Башкортостана» будут изучать лучший мировой опыт в сфере АПК в поездках за рубежом и в России. Какие еще возможности открываются у молодых специалистов, расскажем в программе. В нашем регионе сельскохозяйственным животным уже начали присваивать уникальные номера. В Башкирском государственном аграрном университете открылась инновационная лаборатория для создания новых сортов. Генетические тайны селекции растений раскроет гость студии. И в Благоварском районе мужчина без руки занимается фермерством. Подробности смотрите прямо сейчас. Когда инвалидность не помеха. В Благоварском районе мужчина без руки открыл и содержит свое овощеводческое хозяйство. О сильном духе фермера смотрите в сюжете Ирины Швец. Сорт Ла Перла, мякоть белая, очень востребована. Летом на грядках, а зимой на фасовке и поставке. Почти 15 лет Алик Ганиев содержит фермерское хозяйство. Он точно не обычный предприниматель. У мужчины нет руки, частично ампутирована нога. Но вот так трудиться – это образ жизни. Овощеводство для него основной источник дохода. Изначально мы были нацелены, конечно, на мелкооптовую розничную торговлю. Вот и для этого мы выращиваем всю линейку овощей, чтобы напрямую потребителю выходить. И в связи с этим нам надо работать над качеством. Объемы нам как-то не интересуют. Горы картофеля, по соседству с ними мешки с капустой и свеклой. В жару здесь прохладно, а вот зимой можно спокойно ходить без куртки. Овощи выделяют тепло. В зависимости от времени года и от предпочтений потребителей на складе меняется ассортимент. Среди покупателей зимой популярностью пользуются зеленые овощи. Пекинская капуста, брокколи, а особенно лук-порей. Его, кстати, выращивают из голландских семян. Фермер говорит, что в этом году сильно подешевела картошка. Вместо 22 рублей она теперь стоит 10. А вот капуста выросла в цене в 3 раза, с 8 до 24. Такое резкое подорожание связано с плохой урожайностью белокочанной по всей стране. Посмотри. Вот. Как будто только с поля. Вот. Вся переработка и фасовка делается вручную. Справиться с такими объемами фермеру помогают рабочие. В данный момент идет погрузка на Буздякский концерный завод. Алик Ганиев выращивает и фрукты, а в будущем фермер планирует заниматься только яблоками. Часть территории уже сейчас освобождают для масштабной посадки саженцев исключительно башкирских сортов. А это капуста однолетняя же. Ну а сейчас вернемся к новостям недели. В республике началась поголовная идентификация сельскохозяйственных животных. Им присваиваются уникальные номера, выданные Россельхознадзором. На сегодняшний день процедура полностью завершена в личных подсобных хозяйствах 13 районов. До 1 апреля индивидуальный номер будет присвоен всем видам сельскохозяйственных животных. А до 1 мая стоит задача завершить идентификацию пчелосемей. Отмечу, что эта процедура позволяет получать актуальную информацию о принадлежности к конкретному хозяйству, отслеживать их перемещение и данные о проведенных ветеринарно-профилактических мероприятиях. А в случае болезней проводить оперативный анализ и выявить источник заболевания. Башкирия, напомним, стала пилотным регионом, где тестируется работа этого проекта. Минсельхоз Башкирии запускает проект «Лидеры АПК Башкортостана». Его цель – подготовить руководителей нового поколения. Какие возможности открываются перед молодыми специалистами, узнаем у кураторов проекта. Ну, во-первых, надо сказать, что проект создан для перспективных молодых
руководителей, либо людей, увлеченных агропромышленным комплексом, у которых есть уже готовые бизнес-идеи, бизнес-проекты, либо которые хотят свою жизнь посвятить этой сфере. Проект направлен на формирование управленческих компетенций, на развитие лидерских качеств. Технологии проекта включают бизнес-тренинги, различные деловые игры, поездки в другие регионы, посещение крупных предприятий, работу с топ-менеджментом региона и соседних регионов. Также проект предполагает защиту личных разработок, личных бизнес-идей, как финал, как выпускную работу. В результате мы планируем, что за 3-4 года реализации данного проекта мы получим порядка 400-450 руководителей с новым видением, с перспективным видением развития агропромышленного комплекса. Самым привлекательным моментом проекта является бесплатное участие. Инновационная лаборатория для создания новых сортов сельскохозяйственных культур открылась в Башкирском государственном аграрном университете. Селекция, генная инженерия. Какие еще направления изучают в стенах заведения, расскажет доктор сельскохозяйственных наук, доцент кафедры растениеводства и земледелия факультета агротехнологий и лесного хозяйства БГАУ Игорь Кузнецов. Здравствуйте, Игорь Юрьевич. Здравствуйте, Владимир. Инновационная лаборатория оснащена высокотехнологичным оборудованием, насколько мне известно, общей стоимостью 8,5 миллионов рублей. Вот сейчас какие возможности открывает эта лаборатория для вас? Ну, во-первых, новая лаборатория позволяет нам открыть новые горизонты и перейти на более высокий научный уровень. Она нам позволяет создать новые сорта, которые будут отличаться высокой пластичностью, высокой урожайностью. И мы можем с уверенностью говорить, что мы сможем конкурировать с зарубежными аналогами. А вот какую основную идею хотите воплотить в ее стенах? Цель лаборатории и основная идея – это ускоренное размножение сорта с теми признаками, которые мы хотели бы видеть в нем. Благодаря наличию вот этого оборудования мы можем сейчас работать на генном уровне, на молекулярном уровне, убирать те или иные заболевания. Ну а самая главная идея – если на создание сорта обычно уходит от 12 до 15 лет, то благодаря этой лаборатории мы можем существенно сократить срок. Насколько существенно? Ну, вдвое как минимум. В одной из наших последних программ мы говорили о том, что сейчас в стенах БГАУ есть возможность выращивать благодаря технологии эко растения, землянику, клубнику и так далее. Это правильно? Правильно. У нас сейчас заложены линии, которые уже оздоровлены от болезней, устранены вирусные и бактериальные заболевания. По идее, мы сейчас вот как первенцы. Мы сейчас первенцы у нас по землянике, да, садовой. Но в данный момент мы уже закладываем на анализ цветы. Причем очень красивые, может быть, скоро вас порадуем. Это будут чистые сорта, которые не будут погибать при посадке или посеве, что очень обидно, а будут устойчивы, держаться и будут вас радовать. То есть к нашим природно-климатическим условиям будут именно подходить. Адаптированы, да? Каким образом эта лаборатория сможет изменить будущее сельского хозяйства, на ваш взгляд? Как я уже ранее говорил, второе название у лаборатории генетического анализа растений. То есть мы получили возможность, благодаря новому оборудованию, работать с генами. Гены у нас могут отвечать за выживаемость, за полигаемость, устойчивость к засухе, устойчивость соломины или вот составляющего части растений по тем или иным причинам, которые могут повреждаться. Мы можем это усиливать или уменьшать, если это негативный фактор, допустим. То есть, получается, мы получили возможность сейчас уже целенаправленно создавать сорт, который будет отвечать требованиям той или иной зоны. Много сортов сейчас хорошие, но у всех есть недостатки. Но мы же сейчас получили возможность их устранять. И мы готовы к сотрудничеству. А как часто к вам обращаются сельхозпроизводители, аграрии? С какими вопросами, с какими нуждами они к вам обращаются? Самый серьезный вопрос у аграриев, что они покупают. Какой семенной материал. В большинстве случаев это подделка или фальсификация. Наша лаборатория позволит выдавать белковый паспорт, ну он так вот называется. То есть я сдаю на анализ семена, допустим, озимой пшеницы сорт Волжская К, а наши маркерные показатели показывают, что передо мной, допустим, сорт Калач. А я хотел высевать Волжскую К. Они разные. В одном направлении это озимая пшеница, все прекрасно, но они разные. Мы можем
увидеть, того ли сорта, того ли качества. Они еще и по качеству разные. А от качества, как известно, зависит цена. Вот этими моментами сейчас манипулируют. Мы позволим сэкономить сельхозпроизводителям и быть уверенными в будущем. Будущий урожай, если я уверен в будущем урожае, я могу брать кредиты. Мы сейчас боимся, потому что неизвестно, будет урожай или нет, рассчитаюсь я или нет. Мы даем гарантию сейчас. А каким образом предприятия с вами взаимодействуют? Лаборатория молодая, у нас сейчас контакты только налаживаются, к нам присматриваются, не доверяют, как Пока. это обычно принято в России. У нас, пока кто-то не сделает, мы сейчас сами обращаемся к сельхозпроизводителям, приезжаем, показываем разницу. Население уже интересуется. Цветы нам приносят, кстати, на анализ, а мы их только начинаем анализировать. У нас еще мало материала, маркеры надо приобретать, чтобы эти сортовые маркеры. Мы связываемся сейчас с селекционерами, чтобы они присылали свои образцы. Не так просто сравнить, тот ли сорт или нет. Мы сейчас в режиме накопления базы. Но по той базе, которая есть, мы уже готовы работать. Расскажите, а насколько ускорится процесс выведения новых сортов в вашей лаборатории? Как мы говорили ранее, ориентировочно это как минимум в 2 раза. То есть мы можем на первом этапе выделить из общих линий какую-то линию, наиболее отвечающую нашим потребностям. На это уйдет ориентировочно 2-3 года. Линия нуждается в размножении. Это уходит опять 2-3 года. То есть, в принципе, мы можем сорт создать за 4-6 лет. Но это мы создали сорт. А чтобы его утвердить в Российской Федерации, мы должны пройти испытания. Вот это очень долгое время занимает. Но и мы вынуждены, это и правильно. 2 года мы как минимум потратим в Башкирии на наших ГСУ, будут проходить испытания. Если он себя показывает, если не показывает, сорт мгновенно снимается. Если он показывает, он переходит на испытания в Российскую Федерацию. И еще где-то 2 года. Поэтому выдвижение сорта на текущий момент это где-то 8 лет минимально. Если все хорошо будет. Но по сравнению с 16 годами это сильно. Но вы нацелены на дальнейшее развитие, на перспективу этого направления. У нас есть большой плюс. Мы же сейчас можем выводить сорта уже без вирусов и бактерий. Каким образом? Мы их на генном уровне можем убить, удалить или усыпить, чтобы они не были активны. Выводимые сорта в России сейчас не все защищены от таких позиций. В любой момент может проснуться то или иное. Что в генах у нас находится, мы сложно контролировать. То есть в вашей лаборатории есть такая технология, позволяющая это сделать? Увидеть, обнаружить, удалить, приостановить можно. То есть у нас уже уровень селекции гораздо идет вперед на опережение. Может получиться так, вы вводите сорт, он прекрасно, все о нем хорошо отзываются, и он начинает мгновенно поражаться, спустя, допустим, год или 2, и уходит с позиций. Для селекционера это очень грустно. Мы же сейчас пытаемся давать надежду нашему сорту уже с опережением. И в процессе мы можем улучшать, повысить урожайность. Допустим, не хватает качества клейковины, потихонечку повысить качество клейковины. Не хватает у него ломкость колоса наблюдается, значит, можем усилить соломину аккуратно. Это очень здорово, что у нас есть такое оборудование. А какие планы стоят перед вами в процессе развития этой лаборатории? Основные планы у нас привлечение молодежи, чтобы не говорили, что у нас все плохо. Мы часто об этом слышим и видим. У нас есть новое оборудование, но нам же ведь нужны специалисты, которые будут работать на этом оборудовании. Мы имеем сейчас возможность, развивая направление селекции, уже включать ребят, девушек. Мы сейчас начали включать магистров и аспирантов, но То уже есть подключаете уже к этому процессу? Да, уже задания, они сами определяются, по какому направлению хотят работать. Уже первые опыты, пусть маленькие, но уже заложены. А из маленьких вырастает серьезно. Наша задача научить, показать и освоить научные методы. Если человек уже осваивает, он может творить. А это очень здорово. Спасибо. А я напоминаю, об инновациях в области генной инженерии, селекции нам сегодня рассказал доктор сельскохозяйственных наук, доцент кафедры растениеводства и земледелия факультета агротехнологий и лесного хозяйства Башкирского государственного аграрного университета Игорь Кузнецов. Ну и на этом сегодня все. С вами была программа «Агробизнес» в студии Роза Худина. До новых встреч в эфире нашего телеканала. До свидания.